понятно. Так, добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы продолжаем с вами делиться опытом по реализации рабочих программ учебных предметов и курсов неурочной деятельности с использованием ресурсов Центра образования «Точка роста». Сегодня мы с вами рассмотрим вопросы, которые посвящены реализации программ неурочной деятельности по такому предмету, как основы безопасности жизнедеятельности. Дело в том, что в точках роста, которые реализуют направление информационной и технологической направленности, поступило оборудование для того, чтобы учащиеся с использованием новых образовательных ресурсов изучали такой жизненно важный предмет, как основы безопасности жизнедеятельности. И сегодня со мной выступают эксперты нашего методического семинара: Данченкова Наталья Константиновна, преподаватель и организатор ОБЖ гимназии номер 2 города Инты, и Котова Сусанна Егоровна, преподаватель и организатор ОБЖ средней общеобразовательной школы поселка Усть-Уса. И после непродолжительного своего вступления я предоставлю слово нашим экспертам. А мы с вами сегодня поговорим о том, продолжим с вами беседу о том, как должен выглядеть сайт тех общеобразовательных организаций, где имеется точка роста. Вот в прошлый раз один методист из Сыктывдинского района, Андреев Константин Андреевич, нам сделал замечание очень важное о том, что сайт образовательной организации формируется на основе приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. И этот приказ представлен перед вами. Это приказ от 14 августа 2020 года, номер 831. Здесь очень подробно написано, перечислены, какие разделы должны быть и как эти разделы оформляются. Но время идет, и в наших образовательных организациях открываются новые центры образования. Так? И вот в дополнение к этому приказу Рособорнадзора выходит информационное письмо Академии Министерства просвещения Российской Федерации от 9 августа 2021 года. Вот в этом информационном письме и предложены методические указания по формированию специальных разделов. Или это будет сайт, или это будет раздел точки роста, или IT-куба, или школьного кванториума. Обратите, пожалуйста, внимание, что это не рекомендации. Когда мы говорим рекомендация, то подразумеваем, что преподаватель или руководитель образовательной организации на свое усмотрение будет выполнять эти рекомендации. Здесь же сказано методические указания. То есть эти указания должны быть четко выполнены. И в октябре месяце я проводила семинар на заданную тему, где очень подробно были рассмотрены все нюансы разработки нового раздела. И сегодня, и вот уже которое занятие, мы с вами повторяем, аж какие же подразделы должны быть. Так, на официальном сайте образовательной организации обязательно должен быть раздел «Точка роста», или раздел IT-куб, или раздел «Школьный кванториум». И данный раздел, он должен быть просматриваемым всегда, независимо от того, на каком разделе сайта мы с вами находимся. Итак, в данном разделе «Точка роста» выделяется подраздел «Образовательные программы», и далее еще раз называю, что же должно быть. Это программы учебных предметов. Обязательно. И на титульном листе программа учебного предмета обязательно должна стоять словосочетание такое, как «с использованием ресурсов точки роста». Или на программах курсов неурочной деятельности, на программах дополнительного образования. Везде должны быть дополнения «с использованием ресурсов точка роста». Почему это требуется? Потому что мы с вами реализуем федеральный проект, и этот проект, на реализацию этого проекта выделены денежные средства. И мы должны показать соответствующим органам через сайты образовательной организации, как эти средства реализуются. Так, далее это информация о порядке осуществления образовательной деятельности по программам.
данные о сетевой форме реализации отдельных образовательных программ, или это может быть реализация какого-то отдельного раздела, или мы иногда называем эти разделы программ модулями. Сведения о категории обучающихся, осваивающих образовательные программы. То есть мы определяем, или это учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, или это дети, испытывающие какие-то затруднения в своей социальной жизни, или это дети, которые достигли определенных образовательных достижений в изучении основ наук. И какая-то иная информация об осуществлении образовательной деятельности. И в прошлый раз я показывала, как на сайте одной из школ были выложены снимки и дана краткая аннотация таких вот, кажется, прозаических событий, то, что, ну, например, прошли какие-то лабораторные работы по физике, по биологии, по химии, и при этом дети использовали при проведении лабораторных работ то или иное оборудование, которое поступило в данную точку роста. И, пожалуйста, вот кажется, вроде бы такая ерунда. Ну, лабораторная работа, мы мало ли их проводим, этих лабораторных работ, но вот именно вот этот вот нюанс, что с использованием оборудования точка роста. И можно даже постараться сделать так, чтобы в кадр попал непосредственно логотип данного федерального проекта. На это обращают внимание при мониторинге сайтов образовательных организаций. Наверное, поэтому я не зря так много на этом обращаю внимание. Перечень программ может быть представлен по-разному. Вот здесь вот как раз на этом слайде показано, что программы сгруппированы в 3 группы. Это программы учебных предметов, это программы это дополнительные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности. Обратите, пожалуйста, внимание, что подписано, что эти программы реализуются на базе центра точки роста. Далее здесь мы догадываемся с вами, что даны гиперссылки, и при нажатии на название какой-то программы мы сразу же попадем на ее титульную страницу. Можно сделать так, чтобы вот эти вот программы, они перекликались при помощи гиперссылок с программами, которые представлены для основного содержания образования. Такая версия оформления списка программ. Вот такая вот, возможно, версия. Сразу же здесь указывается, кто руководитель данных программ. Такой вот вариант оформления программ в виде такой вот в табличной форме. Но так или иначе, везде, еще раз повторяю, должно быть, смотрите, везде написано «Центр. Роста». Образовательный центр. Роста. Так, далее. В прошлый раз речь у нас зашла о том, как должен быть оформлен титульный лист программы. И как раз вот Константин Андреевич, он нам сделал замечание о том, что сейчас живая подпись, печать школы, типа это уже прошлый век, но допустимая и такая версия. И вот здесь вот я нашла как раз образец, когда титульный лист заверен электронной печатью директора школы. Электронная печать вот так вот выглядит. Ну и классический вариант, вот такой вот еще возможен, логотипом украсить. То есть на титульном листе рабочей программы расположить логотип. Это национальный проект образования и федеральный проект «Точка роста». Ну вот здесь уже как у вас получится с технической точки зрения, насколько вы владеете технологиями для того, чтобы вот как-то внести какие-то другие дополнения в титульный лист программы. Так. Другие мероприятия. Вот еще раз, опять же, обращаю ваше внимание, что в данном разделе, где идет у нас блок реализации программ, можно ввести вот такую вот новостную ленту и размещать информацию о том, какие лабораторные работы проведены с использованием ресурсов «Точка роста». Вот, пожалуйста, все вроде бы очень просто и кажется примитивно, что тут транслировать, но
действие произошло, событие образовательное произошло, и оно имеет место быть отраженным вот на сайте образовательной организации. Пожалуйста, обратите на это внимание. Ну, а сейчас мы с вами приступим к заслушиванию опыта наших коллег, учителей по основам безопасности жизнедеятельности. Не так часто мы имеем такую возможность. И начинает наш вернисаж такой. Данченкова Наталья Константиновна. Она является призером республиканского конкурса «Учитель года». И очень приятно, что она сегодня с нами и транслирует свой опыт. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу представить вашему вниманию выступление на тему особенности организации внеурочной деятельности по предметной области ОБЖ на базе .робста в рамках сетевого взаимодействия. В 2020 году МБУ «Гимназия номер 2» вошла в федеральный проект «Современная школа» национального проекта образования. В рамках данного проекта в гимназии создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Основной целью Центра «Точка роста» является формирование учащихся современных технологических и гуманитарных навыков по предметным областям, а также во внеурочной деятельности. Свобода выбора, опора на личные интересы и мотивы учащихся является не только условием, но и важным фактором результативности внеурочной деятельности. Инфраструктура центра используется как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности учащихся, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности. Центр «Точка роста» призван обеспечить возможность освоения учащимся основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в сетевой форме. Использование современных информационных технологий, средств обучения, учебного оборудования и других ресурсов Центра послужит повышению уровня качества и доступности образования. Одним из важнейших принципов создания эффективной образовательной среды является принцип целостного изучения, который обеспечивает изучение жизни не по отдельным научным рубрикам, а по вопросам, имеющим отношение к той или иной сфере человеческой жизнедеятельности. Большая роль здесь отводится организации различных видов неурочной деятельности, в том числе через сетевое взаимодействие. Объединение ресурсов различных учреждений создает образовательную систему с уникальными возможностями в решении вопросов воспитания, формирования универсальных компетенций, метапредметных знаний, в достижении личностных результатов учащихся, в обеспечении их персонального жизнетворчества в контексте социокультурного образования как здесь и сейчас, так и в плане социально-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных планов. Что такое сетевая форма реализации образовательных программ? Это организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с использованием ресурсов иных организаций на основании договора между организациями. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения учащимися программ отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, предусмотренных образовательными программами, с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. К организациям, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, можно отнести,
научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, коммерческие и некоммерческие организации, иные организации. Таким образом, организации-участники сетевой формы реализации образовательных программ могут отличаться по организационно-правовой форме и по форме собственности, могут иметь различную ведомственную подчиненность. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора, который заключается между организациями. Образовательная программа реализуется одной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это базовая организация, но с использованием ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность. Это организация-партнер. Организации-партнеры представляют свою материально-техническую базу и иные ресурсы. В нашей гимназии заключены договоры о сетевом взаимодействии с организациями, расположенными на территории МОГО-НТА, такими как войсковая часть, военный комиссариат, пожарная часть, Совет ветеранов вооруженных сил, Интинское отделение ГИМС, Интинская автомобильная школа ДСАФ, Интинский аварийно-спасательный отряд, образовательные организации, Интинская городская больница, музеи, библиотеки. Сетевое взаимодействие предполагает особое социальное партнерство, которым подразумевается двусторонняя полезность. Между всеми участниками такого взаимодействия возникают неформальные и формальные контакты. Социальное партнерство учреждений общего и дополнительного образования создает условия для формирования навыков участия школьников в различных формах деятельности, приобретения ими эмоционального, духовного и социального опыта, что является необходимой основой становления гармоничной нравственной личности, достойного гражданина и члена общества. Сетевое взаимодействие несет на себе следующие функции: образовательную, воспитательную, креативную, создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности, компенсационную, освоение ребенков новых направлений деятельности, рекреационную, организация содержательного досуга как сфера восстановления психофизических сил ребенка, профориентационную, интеграционную, создание единого образовательного пространства, функцию социализации, освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. Функцию самореализации, самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуации успеха, личностное саморазвитие. Можно определить следующие результаты сетевого взаимодействия. Активная занятость ребенка во второй половине дня, вовлечение детей в социально-культурную, социально значимую проектную деятельность. Положительный опыт взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования. Объединение кадровых, воспитательных и материально-технических ресурсов образовательной деятельности. Разработка новых образовательных программ и педагогических технологий, в том числе и профильного обучения, неурочной деятельности. Приобретение опыта обучающих семинаров на базе социальных партнеров. Повышение качества информационного обслуживания учащихся, педагогов, родителей и других участников сетевого взаимодействия. Формирование комплекса проектов, способных удовлетворять запросы и потребности учащихся и их родителей по самым разным социальным, спортивным, культурным направлениям. Повышение уровня квалификации педагогов. Удовлетворенность социума качеством образовательных услуг. Повышение доступности дополнительного образования для детей.
В рамках сетевого взаимодействия на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профиля и «Точка роста» в МБУ «Гимназия номер 2» проходят следующие мероприятия. Учебные сборы, турнир по военно-прикладным видам спорта, один день в армии, патриотическая игра с элементами ОБЖ «Призывник». В прошлом году игра «Призывник» немножко поменяла свой формат и проводилась в дистанционном формате. Девушки в погонах, безопасное колесо, орленок, проводятся экскурсии, мероприятия в рамках гражданско-патриотического направления, открытые уроки по ОБЖ. Но это только маленькая часть тех неурочных мероприятий, которые проводятся в нашей гимназии на базе центра «Точка роста» с использованием сетевого взаимодействия. Использование сетевого взаимодействия, создание различных моделей сетевого взаимодействия и включение в них все большего разнообразия субъектов-участников обогащает характер как содержательной, организационной, так и управленческой деятельности образовательного учреждения. Хотелось бы сказать большое спасибо всем социальным партнерам, которые охотно откликаются и принимают активное участие в организации и проведении мероприятий. Спасибо за внимание. Спасибо и вам, Наталья Константиновна, за такой подробный рассказ о том, какие же организации, какие предприятия нашей экономической сферы можно, сфера экономики, включить в образовательный процесс. Вот сейчас сетевому партнерству придается такой вот еще уклон, как профориентация. Через сетевое взаимодействие ученики должны как можно ближе познакомиться с различными и изучить различные виды профессиональной деятельности. То есть через сетевое партнерство у обучающихся должны быть сформированы предпрофессиональные компетенции. И через сетевое партнерство должно развиваться еще такое вот направление, оно утрачено к настоящему времени, как наставничество. То есть наиболее те ученики, которые хотят и далее связать свою жизнь с какой-то определенной профессиональной деятельностью, они должны получить вот себе такого вот наставника, который бы ввел этих детей в какую-то определенную вот такую вот сферу деятельности, и тогда уже ученик, погруженный в такую вот атмосферу предпрофессиональных проб, а может быть уже и профессиональной деятельности, он смог бы в дальнейшем четко определить себе какую-либо будущую профессию. Тем более, что сейчас очень важно у детей сформировать готовность и как можно сформировать готовность обучаться новым каким-то профессиональным навыкам на протяжении всей своей жизни, быть готовым поменять сферу своей профессиональной деятельности. И вот как раз вот этому, вот такой вот готовности нужно детей учить. Спасибо большое, Наталья Константиновна, за предоставленный опыт. Так, ну а следующий наш коллега – это Котова Сусанна Егоровна, преподаватель и организатор ОБЖ из поселка Усть-Уса. Ей слово предоставляется. Здравствуйте, я Котова Сусанна Егоровна,
педагог-организатор ОБЖ Устюсинской средней общеобразовательной школы. Тема моего выступления – новые подходы к обучению школьников безопасной жизни на базе Центра образования «Точка роста». Реализация программы внеурочной деятельности «Школа безопасности» с использованием ресурсов Центра образования «Точка роста». Программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» предназначена для обеспечения процесса обучения школьников, приобретения им необходимых знаний, ознакомления с научно-техническими и практическими задачами, приобретения навыков самостоятельного решения и практического применения теоретических знаний в различных чрезвычайных ситуациях, оказания первой доврачебной помощи, расширения кругозора, укрепления здоровья. Цель программы – это овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в практической деятельности и защиты личного здоровья. Задачи программы: формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирование индивидуальной системы здорового образа жизни, выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциального поведения. Внеурочная деятельность дает учащимся возможность развивать свои интересы, расширять кругозор, развивать самостоятельность. В рамках курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» внедрены следующие формы работы: участие в олимпиадах по основам безопасности жизнедеятельности, создание дружины юных пожарных, подготовка к конкурсам «Безопасное колесо», мероприятия в рамках месячника безопасности по гражданской обороне, внимание, дети, практическое занятие по оказанию первой помощи и лучшая команда ЮИТ. В реализации программы курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» помогает использование ресурсов Центра образования «Точка роста» и новые формы обучения. Для подготовки дружины юных пожарных мы используем в работе смарт-экран, на котором демонстрируем презентации, смотрим созданные самостоятельные видеоролики, посвященные пожарной безопасности, принимаем участие в различных конкурсах, в том числе и всероссийских. Так, наши ребята приняли участие во всероссийском конкурсе фото-видео творчества «Герои нашего времени. Мои уроки безопасности» и получили сертификаты участников, а также двое наших ребят стали лауреатами. В марте 2021 года от фирмы «Цифровое пространство» нам был предоставлен демо-доступ к программе VR-ОБЖ. Экстремальные ситуации в природных условиях и на грани жизни и смерти. У учащихся была возможность погрузиться в виртуальную реальность и выполнять различные задания, такие как выбрать безопасный путь при пожаре для эвакуации из здания, организовать лагерь, соорудить ночлег, костер, приготовить пищу, спастись от дикого зверя. Такие программы помогают выйти за границу учебника, практически в режиме полной реальности применить свои теоретические знания. В рамках тематических месячников мы стараемся проводить не только теоретические занятия, но и отработать практические навыки. Ребята отрабатывают навыки оказания сердечно-легочной реанимации и проведения искусственного дыхания, первой помощи при переломах, ранениях, ожогах, обморожениях, при попадании инородного тела в дыхательные пути. В центре «Точка роста» проходят занятия команды ЮИТ. Ребята при подготовке к конкурсам учатся оказывать первую помощь, на смарт-экране просматривают видео и разбирают свои ошибки, допущенные во время тренировки на велосипедах. Наши результаты – это результативное участие в муниципальных и всероссийских конкурсах. Спасибо. Спасибо, Сусанна Егоровна. Сусанна Егоровна становится активным членом нашего профессионального сообщества в предметной области ОБЖ. Сусанна Егоровна принимала участие в этом году в республиканском конкурсе заочном «Лучший учитель ОБЖ». Так.
и представила, если мне память не изменяет, вот как раз она представляла мероприятие, конкурсное мероприятие по обучению школьников правилам дорожного движения. И очень приятно, что вот она продолжает с нами сотрудничать. Когда я смотрела этот видеоролик, у меня, конечно же, возникло желание вот именно поработать с очками виртуальной реальности. И думаю, как круто, в такой вот школе небольшой имеются такие вот очки волшебные. Но в процессе вот так вот переписывания с Сусанной Егоровной выяснилось, что эти очки были даны всего лишь на 5 дней, и, конечно же, и учащиеся буквально каждую переменку бегали для того, чтобы вот потренироваться, как же преодолевать различные трудности в природной среде вот при помощи таких вот очков. Жалко, конечно, что не все школы имеют такое уникальное средство обучения, и потому что программы стоят достаточно дорого. Но на что здесь нужно еще обратить внимание, что и у Натальи Константиновны, и Сусанна Егоровна показывают нам, насколько изменяется образовательное пространство школы, когда появляются новое вот такое вот техническое оборудование, и это позволяет организовывать новые виды деятельности детей, и в таком случае результаты, конечно же, будут достаточно высокими. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за предоставленный опыт, и мы с вами продолжим работать над данной проблемой и в следующем 2022 году, потому что как раз имеет такое вот векторное направление, развивается в сфере образования. Это установление взаимосвязи не только между урочной и внеурочной деятельностью, но и дополнительным образованием в пределах одной образовательной организации. И вот где-то не так давно, в начале декабря, Сергей Сергеевич Кравцов, он как раз говорил о том, что это вот образовательное пространство, оно будет развиваться, в каждой школе будет развиваться, организовываться не только кружки, но это будут также и театральные студии, это будут спортивные клубы, это будет дальше развиваться и музейная педагогика. И у нас в Республике Коми также планируется открытие новых кванториумов, открытие новых точек роста и новых IT-кубов. Так что у нас впереди очень много новых интересных дел. И мы заканчиваем с вами в этом году занятия в нашей онлайн-школе, но до каникул еще далеко, и я предлагаю вашему вниманию следующую информацию, что с 13 и 14 декабря в Выборге будет дистанционно проходить Всероссийский методический семинар педагогов школьных технопарков «Кванториум». Но когда я ознакомилась с программой этого семинара, то пришла к выводу, что всем педагогам, которые работают в точках роста, в IT-кубах, им будет интересно ознакомиться с тем опытом, который будет транслироваться. Потому что здесь будут выступать не только ведущие специалисты в области цифровизации школы, но будут проводиться мастер-классы. Обратите, пожалуйста, внимание, мастер-классы в формате урока по 45 минут с участием детей по биологии, химии, электроэнергетике, робототехнике, нанотехнологиям и так дальше. То есть здесь в этом семинаре каждый найдет для себя что-то интересное. Ниже представлена вот в синей вот этой вот графе, в синем поле, представлена ссылка на регистрацию. Транслироваться будет это мероприятие с 10 часов утра, но тем, кто зарегистрируется, будет открыта ссылка на трансляцию семинара. И тогда вы сможете уже посмотреть отдельные части этого семинара, а может быть весь двухдневный семинар, свободный уже от основной работы время. Ну и еще такая вот приятная новость, то что всем участникам семинара будет выслан на электронную почту сертификат. Так, что еще у нас предстоит? 21-22 декабря у нас будет проходить заочная интернет-олимпиада по основам медицинских знаний.
Информация размещена на сайте КРИРО в рубрике «Конкурсы для обучающихся Республики Коми». И на данную тему у нас был проведен вебинар о том, какие требования необходимо соблюдать для подготовки и проведения этой Олимпиады. Ну, это 21 декабря еще далеко. 21 декабря будут выступать девятиклассники, а 22 декабря будет открыта ссылка для того, чтобы в Олимпиаде приняли участие школьники 10-11 классов. Вот на такой вот ноте мы с вами и завершим этот учебный год. Да, что еще я хочу сказать, что вот информацию по семинару я разослала во все управления образованием, и поэтому, кто заинтересовался, вы можете попросить эту информацию. Да, и еще такой вот момент, что зарегистрироваться нужно буквально сегодня, завтра, 10 число, последний день, как всегда у нас получается. Ну вот, на этом мы с вами заканчиваем наши встречи в этом году, в этом декабре. Обращайтесь ко мне с вопросами по телефону, добавочный 318, обратите, пожалуйста, внимание, и пишите на рабочий электронный адрес. Спасибо вам за участие. Благодарю всех педагогов, кто принимал участие в наших методических семинарах, транслировал свой опыт.